По сообщению китайского пропагандистского агентства «Синьцзянь Вестник», политический совет Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане определил план консультаций на 2024 год. В плане говорится об углубленном укреплении китаизации ислама, о том, что необходимо проводить усилия по продвижению Синьцзяна посредством культуры. В течение последних 10 лет Китай также проводил антитеррористические усилия, консолидацию и популяризацию национального самосознания Китая, воспитание Синьцзяна через культуру, адаптацию исламской религии к китайскому социализму, толкование Корана с помощью идеологии Конфуция под видом распространения верований, культуры, языков, обычаев, наиболее важных аспектов китайской культуры. Таким образом, было нарушено основное право уйгуров на жизнь. Лишая уйгуров всех черт, которые явно отличают их от китайцев, Пекин стремится создать единый тип китайского народа под видом национального самосознания. Китай совершает геноцид в Восточном Туркестане, сажая миллионы уйгуров и других тюркских народов в концентрационные лагеря и тюрьмы, не признавая себя виноватым. Выступая в Международном суде во время продолжающихся ожесточенных столкновений между Израилем и Хамас в Газе, представитель Китая заявил, что насильственное сопротивление палестинцев Израилю не считается террористическим. Председатель трибунала по международным договорам и гражданским делам Министерства иностранных дел Китая Ма Синьминь на встрече по палестинскому вопросу, состоявшейся 22 февраля, подчеркнул, что палестинцы имеют право на вооруженное сопротивление Израилю в рамках своего права на самоопределение. Вместе с тем, когда уйгуры добиваются своих прав, их протесты в Китае называют терроризмом, несмотря на то, что в Международном суде высокие китайские чиновники говорят о том, что насильственное сопротивление иностранному давлению не считается терроризмом. Китай призвал Германию избегать коммерческого протекционизма и политических лагерей, вызванных геополитической напряженностью. Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине с советником федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плетнером подчеркнул, что развитие хороших отношений между двумя странами, обладающими глобальной властью и влиянием, обеспечит большую стабильность в мире. Делегация, возглавляемая Майком Галлахером, председателем специального комитета по конкуренции с Коммунистической партией Китая в Палате представителей США, встретилась с лидером Тайваня Цай Инвэнем и новоизбранным лидером Лай Цзиньте. Визит делегации совпал с одобрением Госдепартаментом США продажи оружия Тайваню на сумму $75 миллионов. Администрация Пекина отреагировала на визит отрицательно. Долговые проблемы в секторе недвижимости Китая и падение цен на жилье продолжаются параллельно с сокращением инвестиций. Согласно индексу цен на жилье, опубликованному Управлением национальной статистики, в январе 2024 года цены на новое жилье снизились в 56 из 70 крупных и средних городов страны, а цены на вторичное жилье снизились на 68%. Цепное дорожно-транспортное происшествие с участием более 100 автомобилей произошло на обледеневшей автомагистрали в Китае. В результате аварии пострадали 9 человек, 3 из которых получили тяжелые ранения. Авария произошла в Сянцу. Государственное телевидение опубликовало кадр с места аварии, где десятки автомобилей столкнулись друг с другом.